В докладе о свободе вероисповедания от 2018 года Министерство иностранных дел США осудило Китай. В связи с тяжелой ситуацией в Восточном Туркестане была добавлена глава о репрессиях по отношению к уйгурам. Майк Помпео сделал заявление по данному вопросу. «У меня есть несколько друзей-уйгуров. К сожалению, большинство китайцев не имеет возможности описать положение Восточного Туркестана. Поэтому в этом году в раздел о ситуации в Китае мы добавили отдельную главу». Китай в целях обмана мирового сообщества и сокрытия религиозной дискриминации направил в Малайзию проправительственных религиозных деятелей. Религиозный представитель Китая Абдуракиб Турниас посетил Малайзию, где рассказал о предоставленной китайскими властями религиозной свободе и отсутствии какого-либо давления. В пятницу более 600 американских фирм направили письмо президенту США, в котором сообщили, что поддерживают повышение налогов для китайской продукции. Большинство руководителей фирм, подписавших письмо, являются малыми и средними производителями. По их словам, повышение тарифов поднимет доходность, снизит цены и обеспечит национальную безопасность. Помимо этого, Торговая палата США включила в черный список 5 китайских фирм и запретила продажу этим фирмам чипов американского производства. Президент США заявил, что в случае отказа от ядерного оружия США и Иран могут стать лучшими друзьями. Дональд Трамп напомнил, что не позволит Ирану стать ядерной державой. «Если Иран примет наши условия, то станет богатейшей страной. Иранцы будут счастливыми, так как я буду их другом. А пока не разрешится кризис, военный метод будет одним из действенных вариантов», сказал американский президент. Демонстранты, окружавшие и блокировавшие Центральное управление гонконгской полиции, покинули свои позиции. Участники акции требовали прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло около 2 миллионов человек, как беспорядки, и освободить всех задержанных. Оппозиция опасается, что в случае принятия закона Китай начнет уничтожать своих политических оппонентов в Гонконге.